Так ви говорите тоді про Європейський Союз, і Порошенко говорить про Європейський Союз. Нет, ну знаете, как сказал мой сосед, он простой слесарь, он сказал, что коли у нас буде нормальний уряд, Європа сама до нас приедет. И он говорит, я, наверное, не очень умный человек, но он очень умный. Он знаєте, це ще говорив соціаліст, затятий соціаліст Олександр Мороз. Він казав, що треба збудувати Європу в Україні, і потім... Это правильно. Ну так давно він говорив. И Украина, когда вы мне спрашиваете, что я здесь делаю, я верю, что Украина может быть сверхдержавой Европы. Я верю, что мне очень не нравятся чванливые, снобистские Франция, Германия, подходы их. Как странно они мне нравятся, но подход мне их не нравится. Мне нравится, чтобы была одна, мне хотелось бы одна новая страна, крутейшая и самая большая по территории Европы, которая их все равно за пояс задрет, утрет им нос и покажет, что знает новая энергия, молодая энергия. Украина может это сделать. Я в это верю. Поэтому я не верю, что когда про Гройсмана, они украли у нас время. Порошенко украл 5 лет. Время не деньги даже, нет, время. 5 лет украл. 5 лет тому назад айфоны были другие, Uber не было. Через 5 лет... Ох, любите вы Uber, да? Да, ну какая Uber, там, как он называется, Lyft, там еще Яндекс был запретен. Не было. Через 5 лет люди могут полететь на Марс. Трамп обещал уже. А мы будем сидеть и будем разбираться, Гройсман или там Петя вернется опять. А пообещал Трампа робить Илон Маск, разумеете? Тут... Да, ну какая-то, это еще раз показывает, даже не государство решает, уже частная инициатива решает, а тут частную инициативу убивают.